Здравствуйте, меня зовут Асем Нурсаиновна. Я являюсь руководителем гинекологической службы медицинского центра Medical Park. Как стать гинекологом? Изначально, конечно же, надо иметь огромное желание стать врачом, то есть помогать больным, хорошо учиться в школе, поступить в медицинский, обладать умением запоминать и обрабатывать большой объем информации. Это понадобится во время учебы в медицинском университете. 5 лет обучиться на общем медицинском. Когда я училась, это называлось лечебное дело. Затем пройти 2 года интернатуры. Затем 3 года резидентуры. И вот выбрать профессию, то есть специальность гинеколога. Как повышать квалификацию? Квалификацию повышают после того, как закончили медунивер, получили специальность, и каждые 5 лет врачи повышают свою квалификацию. В течение этих 5 лет провести определенное количество часов на курсах повышения квалификации и пройти аттестацию. Какие есть самые сложные операции в гинекологии? Если считать по объему оперативного вмешательства, то, конечно, сложно считается экстирпация матки. Но иногда операция по поводу бесплодия, устранения спаечного процесса будет гораздо сложнее. Почему? Потому что здесь задействовано очень много органов. Это и кишечник, мочевой пузырь. Поэтому даже простая операция, фимбриолезис, сальпинголезис, может довольно-таки быть кропотливой. Проблемы бывают только у тех, кто ведет беспорядочный половой образ жизни. Начнем с того, что в гинекологии существует очень много групп заболеваний, в том числе заболевания воспалительного характера, который может привести к беспорядочному половой образ жизни. Существуют еще другие группы. Это и доброкачественные опухоли, и гиперпластические процессы, и экстренные состояния, связанные с кровотечением. Они не связаны с беспорядочным половым образом жизни. Девочка забеременела после обычного купания в бассейне. Такое возможно? Это, конечно же, миф. В бассейне это невозможно, потому что вода бассейна хлорируется, тем более слишком большой объем. Поэтому даже если сперма попала в бассейн, то это нереально. Но бывают случаи, когда мы находим беременность у девственниц, но это происходит совсем другим путем. Абсолютно. Если, допустим, сперма попадает на наружные половые органы, то есть риск девочкам забеременеть. Сколько может зарабатывать гинеколог? Конечно, зарплата врача, работающего в госучреждении, и врача, работающего в частной сфере, намного отличается. Допустим, в городе врач в госучреждении может заработать 200, максимум 220, 250 тысяч. Все зависит от категории, количества дежурств, ночных часов, от загруженности. Чем больше дежурств, конечно, он получит больше. Существует еще понятие с дипломом в село. Это очень хорошее направление, когда только закончившие университет врачи могут по данной программе работать в деревнях, в селах. Там им дают жилье, подъемные, неплохо, но они должны отработать, конечно, по-моему, в течение 3 или 5 лет безвыездно работать в данном медицинском учреждении в селе. Врачи в частных учреждениях, конечно, зарабатывают намного больше, потому что здесь доля процентов идет. Конкретную сумму сказать невозможно, потому что каждое медучреждение имеет свой тариф и свой договор оплаты. Поэтому, в любом случае, конечно же, в частных врач зарабатывает больше. Что бы вы хотели пожелать пациентам? Самое главное – почаще обращаться к гинекологам. Даже если ничего не беспокоит, ежегодный гинекологический осмотр обязательно должен проходить, потому что существуют бессимптомные, то есть молчаливые болезни, которые не дают о себе знать
и проявляются симптомы только при запущенных случаях. Поэтому ежегодное посещение гинеколога спасет вас от неприятностей.